Здравствуйте, друзья! Меня зовут Корзун Александр, я менеджер культурно-досугового центра Шудлун. Сегодня я вам расскажу, как мы проводили онлайн-трансляции, какие мы делали мероприятия при помощи онлайн-трансляций на своей страничке ВКонтакте. Итак, на своей странице во время пандемии, во время карантина мы запускали такие мероприятия, делали мероприятия, как онлайн-концерты, танцевальные вечеринки Juice Dance. Также делали различные мастер-классы от руководителей наших студий. Делали музыкальные паузы на своей страничке в обеденный перерыв для всех желающих, кто мог зайти, послушать. Проводился на формате радио, то есть мы ставили песни, общались со зрителями, зрители могли задать, то есть уже, можно сказать, радиослушатели могли задать свой вопрос ведущему, ведущий на него отвечал, были какие-то различные поздравления. Вот все это проходило в режиме онлайн-трансляции. Также мы научились в онлайн-режиме, в онлайн-трансляции проводить квиз-игры. Вот об этом я хочу вам сегодня поподробнее рассказать. Также хочу вас отправить на нашу страничку ВКонтакте, посмотреть, познакомиться с нашими работами, которые мы делали во время режима самоизоляции. Можно просто зайти в наши видеозаписи группы культурно-досугового центра Шудлун и посмотреть, познакомиться, что же у нас там в нашей группе происходило. Вот. Ну, а сейчас я хочу рассказать вам немножечко про работу с программами для вывода онлайн-трансляций с компьютера. Эта программа есть OBS, а есть она бесплатная, есть программа vMix. Я сегодня вам расскажу, как работать в программе vMix. Ну что ж, для онлайн-трансляции нам понадобится компьютер, два монитора и еще один дополнительный компьютер, ноутбук можно взять для сопровождения музыкального. Также нам понадобится микшерный пульт и микрофон. Все это нужно в совокупности для того, чтобы у нас прошла минимально, на минимальных таких требованиях хорошо онлайн-трансляция. Значит, первым делом у нас разработана, например, есть разработанная квиз-игра. Она у нас запускается через презентацию на основном компьютере и выводится на второй экран. Вот так вот. Выводится это все в интернет при помощи одной программы, которая называется vMix. Программа эта, к сожалению, платная, но у нее есть 60-дневный пробный период. Как ей пользоваться, можно найти это в интернете. Интерфейс программы вот такой простой, вы можете ее посмотреть. Здесь у нас, то есть, получается, окошечки расположенные с информацией, и мы их переключаем, получается, вот таким образом, и выводим на основной экран. То есть второй экран, который подсвечивается сверху зеленый, это у нас основной экран. Второй экран, я повторяюсь, нам нужен для того, чтобы сделать захват презентации для этой программы vMix. Настраивается вся эта онлайн-трансляция очень легко. Мы заходим в официальную свою группу, к примеру, ВКонтакте, создаем трансляцию, загружаем сюда какую-нибудь, к примеру, обложку. Вот она у нас Росквиз, загрузили. Пишем название, к примеру, опять же, Росквиз. Делаем обязательно предварительный просмотр, опубликовать на стене и оповестить о начале трансляции, получать своих подписчиков. Нажимаем, еще одно маленькое нюанс. В программе в этой нажимаем настройки для трансляции. Вот этот код и этот код мы в программе vMix, то есть мы его копируем. Сейчас заходим в программку vMix, нажимаем, вот где у нас поток написано настроечка. Все это копируем, все данные вот сюда и нажимаем сохранить. Все, сохраняем эти данные, переходим во вкладку. Здесь нажимаем сохранить и посмотрите, оп, у нас появляется вот такое замечательное окно, где мы с вами можем уже вести свою трансляцию. Для того, чтобы ее запустить, мы нажимаем поток.
Все, наша онлайн-трансляция запущена, пока в тестовом режиме, до тех пор, пока мы не нажмем кнопочку «Опубликовать». Вот она здесь. Вот, для того, чтобы захватить презентацию, которая у нас открыта, да, в демонстрационном окне, мы заходим, например, нам нужно с первого листа это сделать, да, делаем с текущего. Сначала, допустим. Сначала. Все, у нас запустилась трансляция. Точнее, презентация. Мы ее сворачиваем. Здесь мы сворачиваем. У нас работает только второй экран. Заходим в программу VMix. Делаем добавить входной, получается, канал. И в этом входном канале мы выбираем вот такую вот надпись NDAI, да, Desktop. В этом Desktop делаем местное захват рабочего стола. И выбираем Display 2. Нажимаем кнопочку ОК, все, у нас появляется вот эта презентация. Мы эту презентацию отправляем на трансляцию. И теперь ваши подписчики вашей группы смогут с вами поиграть в интеллектуальную квиз-игру. Таким образом мы проводили интеллектуальные марафоны, семейные марафоны. К нам подключалось достаточно много семей, смотрели нас и участвовали в наших таких онлайн-играх. Я вам желаю удачи, желаю успехов. Находите новые формы для привлечения посетителей к вам в культурно-досуговый центр. Если у кого-то остались вопросы, можете найти меня ВКонтакте. Я всем все расскажу, покажу, объясню. Удачи и успехов!